Добрый день, уважаемые участники вебинара. Рада вас приветствовать в нашем республиканском консультационном центре. Мы с вами на консультационном часе, посвященном такой из важных тем, как половое воспитание, воспитание целомудрия. Тема нами выбрана не случайно, чуть позже я об этом расскажу. Ну а сначала я хотела бы представить нас, ведущих вебинара. Меня зовут Попова Ванда Цветановна, являюсь методистом гимназии искусств при главе Республики Коми. И сегодня тоже подключается к нашему вебинару священник отец Максим Стыров. Он является кандидатом экономических наук и является старшим научным сотрудником Коми научного центра. Является также нашим консультантом, потому что целую серию вебинаров мы провели вместе с ним. Наверняка вы нас уже не раз слушали и примерно знаете, в каком формате, в каком ключе мы проводим наши вебинары. Тема, так скажем, заявлена в контексте целомудренного воспитания. А сегодня очень много дискуссий вызывает данная тема, и хотелось бы обратить ваше внимание, уважаемые педагоги, родители, будущие родители, что данная тема, она вызывает противоречивые не только мнения, да, о содержании, но и даже ряд дискуссий, которые на эту тему ведутся. И в том числе и в средствах массовой информации, и в педагогической среде. Обращаю ваше внимание на то, что мы с вами уже встречались, и кто-то, может быть, видел предыдущий наш вебинар. Он был посвящен очень важной такой, как теме, это воспитание мальчиков в семье. Да? Мы остановились на этих вопросах более подробно и детально в связи с тем, что у нас вчера был праздник, День защитника Отечества. Ну и хочу сказать, что, конечно, мы в большей части привыкли, да, что мы поздравляем мужчин, наших защитников нашего очага семейного, алтаря, Отечества. То есть общепринятое значение в числе защитников Отечества все-таки в большей степени мы обращаемся к опыту историческому и чествуем нашу мужскую половину. Ну, а вообще, вот, если разобраться, то День защитника Отечества, он принадлежит и праздник является этот всех тех, кто стоит на страже защиты отечественных ценностей, да, а среди таковых имеется и много женщин, в том числе учителей, подвижников, которые защищают Отечество именно от внешних неблагоприятных каких-то факторов, занимаются воспитанием детей и, конечно, занимаются воспитанием нравственным. Что касается половое воспитания, ключевое слово, корень, так скажем, этого слова – пол. А пол – это половинка, да? Если мы рассмотрим это слово, это уже мы говорим о половине. Что значит половина? Значит, другой половины не хватает. И это значит, что половое воспитание – это всегда воспитание, связано в принципе с темой, в которой звучит тема мужчины и женщины и их отношений, их взаимоотношений. И с самого начала семья строится на основе некого влечения, да, то есть это вот принципиально так устроена наша жизнь, что половые различия, они способствуют тому, чтобы в будущем заботиться о продолжении рода и думать о выборе спутника жизни. Даже, наверное, это естественное, нормальное желание каждого человека обрести свою вторую половину и жить в семье. И, конечно же, одна из важных функций в семье – это рождение детей и их воспитание, забота о подрастающем поколении, забота о том, чтобы род продолжить, и о том, чтобы этот род был обязательно прочным, чтобы эти традиции передавались из поколения в поколение. И вот это все является таким вот фундаментом
взаимоотношений между мужчиной и женщиной. И строятся они чаще всего, конечно же, изначально на таких вот теплых дружеских связях. И постепенно семья, развиваясь, приобретает так называется более уже прочное чувство, в отличие от чувства влюбленности, это любовь. То есть она строится в семье, и, наверное, не один год нужно для того, чтобы супругам понять, на самом деле, смогли ли они построить свою семью на основе вот таких уважительных, добросердечных, искренних чувствах. То есть это действительно серьезная задача и большой труд. Есть такая очень хорошая книжечка, которую я изучила, прежде чем провести этот вебинар, и она, можно сказать, является моей настольной книгой. Это священник Илья Шугаев «Один раз на всю жизнь». И вот после этой книги у меня не возникло никаких вообще других мыслей, что половое воспитание – это воспитание целомудрия. И священник Илья Шугаев, он как раз на примерах, на своем каком-то жизненном опыте, он рассказывает молодым людям, старшеклассникам на своих беседах то, к чему себя должен готовить каждый молодой человек, который задумывается действительно и о смысле жизни, и о своем будущем браке. Почему семья все-таки начало ее не взаимоотношения, а именно брак? Почему семья все-таки происходит от слова семя? Потому что именно семя, именно брачные отношения испокон веков считалось залогом того, что в семье будут рождаться здоровые и благополучные дети. То есть нигде, ни в истории человечества, наверное, ни в одной культурной традиции не говорится о том, что до брака требуется какой-то опыт, некий опыт сексуальных взаимоотношений, который приведет в последующем к благополучной семейной жизни. Скорее всего, это только вот в 90-е годы, когда появились такие программы, так скажем, сексуального просвещения, стали некоторые люди говорить о том, что именно добрачные отношения являются залогом счастливой семейной жизни. Мое мнение, оно вот как раз противоположным является, потому что данные дискуссии проводятся, они сейчас, вот, есть даже такие не только программы, но и пособия для обучения старшеклассников неким физиологическим, таким вот медицинским, может быть, аспектам сексуальной жизни. И, в общем-то, эти советы чаще всего основаны на неком практическом опыте уже взрослых людей. То, что является непонятным иногда, вызывает смущение, чувство стыда у молодых людей, которые еще не имеют этого опыта. И, соответственно, преждевременная, излишняя информация настораживает детей и подростков, вызывает у них чувство некой даже тревоги, почему им об этом рассказывают, и вызывает вообще сомнения по поводу того, а не отстал ли я от жизни. То есть естественное чувство стыда пытаются превратить некая раскрепощенность личности, за которым потом стоит чаще всего негативный, вот такой происходит негативный опыт, когда молодые люди, теряя свою невинность, свою застенчивость, начинают следовать неким, может быть, образцам не лучшим для подражания. Таким образом теряется идеал чистоты и целомудрия. Если мы зададимся вопросом, что происходит в детстве, да? Вот насколько естественная потребность изучить самого себя, у ребенка она, естественно, имеется, и когда он начинает задавать себе вопрос,
я девочка или я мальчик, почему я такой, да, почему я отличаюсь, да, вот почему девочки и мальчики разные. Это естественная потребность, но она ни в коем случае не связана с желанием узнать нечто большее, чем дозволено знать в этом возрасте ребенку. А в этом возрасте ребенку достаточно видеть животных, да, в доме, домашних животных, может быть, где-то какие-то, вот, может быть, фильмы о о жизни животных документальные, им достаточно этой информации, где бы они уже получили для себя представление о физиологических каких-то особенностях мужского и женского организма, и что мужчины и женщины, они действительно разные, но чаще всего они находят друг друга для того, чтобы жить потом вместе, и, скорее всего, один раз и на всю жизнь. То есть это вот такое вот чистое, невинное представление мальчиков и девочек о том, что им необходимо узнать о половом развитии, ну, на определенном этапе, так скажем, когда появляется интерес. Рано или поздно этот интерес, конечно же, появляется у всех детей. И где-то вот с 5-летнего возраста они уже хорошо, каждый ребенок себя идентифицирует со своим полом. То есть девочка начинает выражать свое отношение к самой себе. Глядя в зеркало, она удивляется, и ей очень нравится, как она выглядит. Ей, естественно, нравится, как она должна следить за своей внешностью, быть аккуратной. Ей необходимо, конечно же, подбирать одежду, соответствующую ее полу. И в этой одежде она выглядит прекрасно, она видит себя в зеркале, любуется собой. И это все естественный детский порыв. Да? Точно так же, как и мальчик. Он, если ему предложить, наверное, не соответствующую его полу одежду, он будет смущаться, возмущаться, а может быть даже обидеться. И это тоже абсолютно естественные физиологические особенности. Вот в определенном, значит, возрасте у ребенка, конечно, появляются еще и новые, другие вопросы. И вот здесь, если мы рассмотрим, например, уже возраст школьника, младшего школьника, в 4 классе дети начинают изучать предмет, школьный предмет «Основы религиозных культур и светской этики». Ну и мы знаем, что в программе этого курса в рамках модуля «Основы православной культуры» есть темы, такие, которые связаны, ну, например, с непорочным зачатием. И многие вот учителя, они несколько смущаются, не знают иногда, как правильно донести до младшего школьника данную информацию. Однако православная культура, она настолько бережно относится к внутреннему миру любого человека, начиная с его рождения. И данная информация, она как раз не причиняет абсолютно никакого вреда и не способствует как раз раннему взрослению ребенка. То есть ребенок, опять же, видит красоту, эстетику, чистоту этого непорочного зачатия, и вряд ли у него вызовет какие-то сомнения в том, что это действительно все происходит по Божьему промыслу, по Божьей воле, что это действительно чудо, а ребенок в большей степени верит в чудо, чем мы, взрослые. Ребенок воспринимает образы совершенно чистыми детскими глазами, ему даже в мыслях не приходит думать о чем-то порочном. Однако мы, взрослые, иногда смущаем детей в большей степени, чем это необходимо, когда мы начинаем их детские представления, где-то, может быть, объяснять в большей степени, чем этого достаточно для детского восприятия и понимания. И таким образом начинаем задаваться некими вопросами сами, как же донести, а на самом деле этого ничего и не нужно. Ребенок не будет искать для себя информацию, если информацию он приобретает от бережных очень, да, таких вот, ну, как сказать, мудрых наставников, которые никогда не будут у ребенка вызывать каких-то смущений или негативные чувства. И вот данный курс, он тоже способствует как раз целомудренному воспитанию, и мы сегодня констатируем, что данный курс является
имеет воспитательное значение, он культурологический характер носит, и через этот цикл бесед с детьми ребенок как раз у него появляется целостное представление вообще о культуре предков и о том величественном, может быть, предназначении как женщины, так и мужчины. Ну и понятие многодетной семьи у ребенка появляется. Сегодня наша жизнь, к сожалению, редко дает такие образцы для детей, которые воспитываются в семье, так скажем, только когда есть один ребенок или двое, да, то есть не имеют опыта воспитания в многодетной семье. А мы знаем, что на Руси, в деревнях, в таких вот больших семьях дети приобретали опыт полового воспитания именно через заботу о младших братьях и сестрах. И, соответственно, они прекрасно понимали, что если, например, девочка, она должна освоить все навыки домашней работы, именно связанные с заботой о младших сестрах и братьях, то это значит, нужно научиться и рукоделию, и где-то, может быть, и накормить, напоить, прибраться, естественно, чтобы была и печка горячая, да, и в доме тепло, и чисто, и убрано, и все это девочка осваивала в таких вот условиях. Точно так же и мальчик, он осваивал свою роль, то есть он был более сильный, более крепкий, значит, он понимал, что от него зависит, как он будет помогать своему отцу, да, как он сумеет его где-то прийти ему на помощь, подать плечо, подставить плечо, когда это нужно. И, соответственно, на него возлагалась уже несколько иная ответственность, да, то есть за братьев и сестер, то есть тоже выполнял некую свою функцию, как защитника. И вот таким образом очень эти традиции, они неукоснительно соблюдались, принимались, и все были подчинены определенному укладу семейной жизни. И все это тоже связано, конечно же, с различием наших полов, да, то есть мы выполняем свои определенные функции и несем некие свои обязанности. Соответственно, у нас, если говорить о том, что мы представители, так скажем, своего пола, то для нас очень характерны определенные черты. Даже в характере мы, конечно же, все равно бываем разные. И мир мы воспринимаем по-разному, и чувства наши выражаются по-разному. Это, конечно же, не секрет. И вот если сказать о целомудренном воспитании, то, наверное, я бы сейчас привела бы одну притчу. Поскольку я затронула курс «Основы религиозной культуры и светской этики», то в рамках этого курса вы знаете, да, что не только основы православной культуры предлагается в качестве модуля для изучения, но и основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур и светская этика. И все данные модули, они вводятся как раз к тому, чтобы ребенок лучше осваивал самые лучшие образцы из той или иной культурной традиции. Ну, а вера наших предков, она является основополагающей, и мы, конечно же, в первую очередь, да, воспитаны нашими предками, по крайней мере, вот моя бабушка была, она, конечно же, вот православная, и все это на генетическом уровне, оно как-то вот для нас очень свойственно. Но, тем не менее, хочу привести пример вот из буддийской культуры. Вот прочитаю вам такую небольшую притчу, которая, может быть, как раз высвечивает подтверждение моих слов. Значит, суть такова. Я могу дать тебе все, о чем ты мечтаешь. Несметное богатство, принцессу, царство, чуть ли не вечную молодость, вечную жизнь. Тебе же для получения всего этого надо исполнить совсем небольшое задание. Пройти с чашей воды из пункта А в пункт Б. Расстояние небольшое, порядка километра. Но есть несколько дополнительных условий. Первое.
чаша будет наполнена доверха. Второе, за тобой будет идти солдат с мечом. И если хоть капля воды упадет на землю, вслед за ней слетит с плеч твоя голова. А третье, твоя дорога будет проходить через деревню, где в это время играют свадьбу. Вдумайтесь, пожалуйста, ведь и в самом деле в жизни человеку надо пройти через некую пьяную деревню, через опьяневший мир, где все цепляется, все вовлекает в различные хороводы, пляски и пьянки. И вот чашу сердца надо пронести через все это, не расплескав. Что отличает данную вот буддийскую притчу от нашей православной, может быть, истины, да? Все-таки сзади не палач, а над нами любящий Бог, Отец, который нас не наказывает, а сами мы наказываем себя неправильными своими поступками. И вот эта буддийская притча, она, конечно, где-то вот, может быть, как раз подчеркивает, да, еще раз нам показывает, что те люди, которые понимают, что такое целомудрие, они всячески стараются оберегать. То есть не от того, что недостаток у них, допустим, выбора, да, а именно от того, что у них может быть и переизбыток, но они все-таки выбирают принципиально какую-то однозначную позицию сохранения чистоты своего тела. И это касается не только девушек, да, чаще всего говорили о девственности и о невинности, это касается и юношей. И вот это вот очень такой вот должен быть стержень. То есть как это воспитывается? Это, конечно, воспитывается с таких вот младших, наверное, совсем еще юных лет, чтобы вот в таком вот состоянии выбора, когда приходит возможность уже, человек становится перед выбором, и он как личность уже ведет себя в соответствии со своим выбором, то ему уже, конечно, этот выбор делать не приходится, потому что его позиция однозначная. Это вот уже путь становления, наверное, уже когда приходит время выбора спутника жизни. То есть мы перешли от младенчества, затем мы перешли к времени подростничества, да, это младший подростковый возраст, потом более старший подростковый возраст, когда все подвергается сомнению, и вот период юношества, период становления уже человека как личности и поиск не только нравственного выбора в профессии, но и, конечно, в выборе спутника жизни. И вот на этом этапе это самый, наверное, ответственный период. Вот как же не потерять свое целомудрие, свою чистоту в помыслах, делах, ну и, конечно же, в своих каких-то мышлениях. И вот сейчас многие люди, когда вот я тоже слушаю, читаю, говорят о том, что человек – это животное. Ну, вот я никак не могу согласиться с этой позицией, потому что человек – это не животное. Для меня человек, конечно, представитель, то есть биологическое начало в человеке есть, но человек, в отличие от муравья и пчелы, он знает, что он строит, да, для чего он это строит. И тут сказать, что человек – это животное, ну, наверное, это вообще обидеть вообще тот замысел природы, Творца у человека, потому что в каждом человеке прежде всего это личность. Да? И вот что такое личность, наверное, сегодня я не буду подробно останавливаться на этом, но здесь вот принципиально, да, то, что в нас заложено Богом, Творцом, личность. Здесь однокоренное слово «лик». Да? В каждом из нас икона, то есть образ Божий. И мы прекрасно понимаем, что если бы каждый ребенок видел в другом человеке тоже этот лик, этот образ, он, наверное, никогда бы не посмел ну, как-то так растоптать, что ли, грязными, может быть, какими-то делами чистую невинную душу другого человека. И поэтому вот так вот вероломно вторгаться в чужую жизнь, сделать так, чтобы человек потерял свою невинность, конечно, эти отношения, они противоречат, опять же, нашей культуре. И мы поэтому понимаем, да, как трудно противостоять в этом мире, но как это важно, как важно это именно сделать этот нравственный выбор.
Ну и когда человек начинает уже жить в своей семье, обретает семью и начинает настоящее строительство, те семейные ценности, они здесь вот как раз выступают на переднем плане. И тут уже каждый забывает на свое «я», а думает о второй своей половинке и начинает жить уже общей жизнью. Вот это и есть, да, супружество. То есть два вола в одной упряжке. Да? Сколько нужно перенести, сколько нужно провести, сколько нужно всего перебороть, можно сказать, каких искушений, каких скорбей, все это вместе, и все это закаляет, и все это дает возможность понять, что же такое любовь в настоящем смысле слова, когда не нужно даже говорить никаких-то слов, люди начинают чувствовать и понимать друг друга уже без всяких слов, да, то есть уже чувствовать и чужую боль, чужую ношу, и чужие, может быть, ну, уже не чужие, а свои, как свои собственные, да, своей второй половинки, все тяготы и лишения. Ну вот, пожалуй, время мое уже подходит к концу. Я, в общем-то, основные моменты, на которых я хотела остановиться, уже сказала. У нас, я надеюсь, что продолжение наших вебинаров будет уже в марте месяце. Те моменты, которых я еще сегодня не сказала и не зачитала, а мне бы очень хотелось остановиться на семье царя-императора Николая II и его супруги императрица Александра Федоровна, как она ласково обращается со своим мужем и какие письма она ему пишет. Вот в этом, наверное, заключается вот женское целомудрие в семейной жизни. И вот когда человек и мыслит, и действует, и говорит именно целостно. Слово целомудрие – это слово целостность. Ну вот на этом я завершаю. И очень большим удовольствием, с радостью не только буду рада встретиться с вами еще, но и сейчас вот с вами вместе послушать уважаемого отца Максима. Если кто-то подключился, и мы будем рады в чате, да, вот тоже также увидеть, услышать вас. Поэтому, пожалуйста, благодарю вас. Если у вас вот с прошлого вебинара остались вопросы, которые, может быть, мы не затронули, их можно записаться на личную консультацию через нас, консультационный центр, и встретиться в отдельное время, потому что был вопрос вот такой, когда отец недостоин, скажем, подражания для ребенка, не является достойным образцом для подражания. Вот на этот вопрос мы с вами тогда на прошлом вебинаре еще не ответили, да, поэтому если есть осталась такая потребность, есть еще, может, какие-то вопросы возникают, пожалуйста, можно записаться и проконсультироваться в конкретном случае, в каждом индивидуальном случае нужно, конечно же, смотреть в глубине, что конкретно не устраивает, что конкретно противоречит, что является проблемой, да, то есть каких-то вот общих секретов, может быть, или рецептов в этом плане, может быть, даже и не существует. Ну, всего вам доброго, до новых встреч.
Секундочку. У нас минутный перерыв перед началом. Добрый день, дорогие друзья. Я хочу поблагодарить Валю Цветановну за освещение этой темы. И она подняла один очень важный вопрос, которого у меня не было. Я подумал, как это важно и глубоко. Она сказала о том, что воспитывая детей в целомудрии и самому стремясь к целомудрию, надо уметь видеть в другом человеке икону. Икону, то есть образ Бога. Видеть как бы не средство для удовлетворения своей похоти, своих желаний, а видеть цель. То есть видеть такого же бессмертного, призванного к вечной жизни человека, как ты сам. Тогда ты не будешь уже к человеку относиться как к чему-то мимоходящему. Ты понимаешь, что через другого человека тебе открывается сам Бог. Ведь сказано: возлюби Господа Бога всей душой, всем сердцем, всем разумом, всеми силами, и возлюби ближнего, как самого себя. Христос в притче о страшном суде говорит: что вы сделали другому человеку, вы сделали мне. То есть наше отношение к человеку – это отношение к самому Богу. Потому что каждый человек есть образ Божий. Что же такое целомудрие? Происходит из понятия, происходит из двух слов. Цельное мудрование, цельный ум, цельное размышление. Вот наш ум – это как будто глаз. Глаз, который смотрит, показывает нам направление в жизни. Как мы мыслим, как мы понимаем, как мы смотрим на жизнь, так мы и строим все дела в ней. Господь говорит, что если око твое чисто, то все твое тело, все твои дела, они будут светлы. Мировоззрение, мудрование. Сейчас мудрость подразумевается узко, только как такое философское знание правил жизни, а раньше под мудрованием понимали вообще умственное понимание. Целомудрие – это такая твердая приверженность высокой системе духовно-нравственных ценностей, которая делает неприемлемым для человека всякий грех, всякую нечистоту. А особенно это понятие применяется в контексте полового поведения. То есть делает для человека неприемлемым, невозможным блуд, прелюбодеяние и другие нарушения в этой сфере. Эта система ценностей, она имеет своим стержнем, своей направленностью любовь. Любовь к Богу и к людям. Целомудренный человек, он стремится к любви, он стремится ее достичь. Он понимает, что любовь – это цель, это задание, это упражнение. Слово «цельность» и «цель», они этимологически сходны. Цельный человек – это тот, кто двигается к определенной цели. Как турист, который идет в поход, он не будет отвлекаться, объедаться, слишком долго спать. У него есть определенная цель, определенный маршрут, определенное время, определенный запас сил. И он знает, что только если он будет строго двигаться по этому распорядку, он сможет достичь цели, вершины горы, например. Это образ, конечно. Вот этот поход – это наша жизнь. А гора – это та высота духовная, на которую мы должны взобраться, чтобы мы могли называться человеком. Ведь не всякий представитель человеческого рода может назваться настоящим человеком. Мы так и говорим иногда: поступай по-человечески или там, нечеловеческое отношение. То есть человек может соответствовать своему прозванию, а может, наоборот, его осквернять. В чем же состоит эта цель? Очень часто этот вопрос звучит, и не часто на него слышен внятный ответ. Знаете, только вчера вот мы разговаривали с
с группой подростков, юных правонарушителей. И один из них, вот, думающая голова, говорит: а зачем вообще все? Вот я думал. Вот мы учимся, будем работать, там, женимся, родим детей, а мы же потом умрем. А зачем вообще тогда все делать? Вот этот мальчик молодец в том, что он смог озвучить этот вопрос. Вопрос, который на самом деле беспокоит каждого человека. И блажен тот человек, который будет честен и найдет на него ответ. Большинство людей, признаемся, они затаптывают этот вопрос в глубины своей души, они отмахиваются от него. Потому что действительно, если на него не ответить, то становится страшно жить. Ведь ничто земное человека до конца удовлетворить не может. Здесь все временно, здесь все несовершенно. Здесь все, так сказать, уничтожается смертью. Поэтому настоящая цель, она, во-первых, должна лежать за пределами, так как цель учебы лежит за пределами учебы, она, допустим, заключается в работе. Также и цель жизни, она, естественно, находится за пределами только лишь земной временной жизни. Она состоит в блаженстве, в встрече с Богом, в вечной жизни, в приближении к своему Отцу Небесному, к своему Творцу. Она должна быть запредельной, она не должна быть низкой. Если человек ставит себе целью покупку, допустим, машины определенной марки, или накопление определенной суммы денег, или рождение определенного числа детей, то может наступить момент, когда он всего этого достигнет, и он остановится, он как бы духовно умрет. Мы знаем, что такое бывает часто. На него нападают как минимум уныние, депрессия, иногда это заканчивается даже и суицидом. Цель должна быть высокая, духовная. В определенном смысле она должна быть недостижимая, чтобы человек никогда не остановился в движении. И вместе с тем она должна быть очень близкой. Вот в этом плане прекрасным образом является небо. Небо ведь это атмосфера, которая вот здесь вокруг нас, мы дышим ей, мы не можем без воздуха. И вместе с тем небо, оно простирается в бесконечность. Сколько ты к нему не двигайся, оно всегда перед тобой. Поэтому действительно освящение человека, его святость и любовь, которая тоже не имеет границ, то есть любовь, она бесконечна, она не может сводиться к каким-то правилам, рамкам, ритуалам, обрядам. Вот это и есть настоящая цель жизни человека. Ну, конечно, тут надо оговориться, потому что именно половая любовь, она имеет определенные, лучше сказать, не границы, а вот те направления, в которых она должна течь. Она не имеет пределов в смысле сближения людей друг с другом, и лучше даже сказать их возвышения, их приближения к Богу, потому что цель брака, конечно, не только в рождении и воспитании детей. Многие семьи не имеют детей. Цель брака тоже в познании той любви, которая соединяет людей с Богом. Вот. Но что это все-таки два разных пола, соединенных в одном браке, это Богом так установлено, и это надо принять. Потому что некоторые сегодня злоупотребляют даже библейскими текстами и говорят: ну да, вот заповедно любить, поэтому готовы даже оправдывать и разные извращения в этом плане. Когда человек стремится к любви, он понимает, что нам всем ее хочется, что любовь – это счастье, это блаженство, это и есть настоящая жизнь. Это и есть вот та полнота человечности, которая позволяет сказать: да, я живу по-настоящему. Не вчерашним днем, не завтрашним, не в долг. Я живу как настоящий человек, я дышу полной грудью. Я смотрю прямо в лицо, открыто всем людям. Но измеряется это сердцем. Вот сердце наше, это центр, средоточие души, стержень нашей души, это ведь есть место общения нашего с людьми, с Богом. Чистое сердце, любящее сердце, искреннее сердце, горячее сердце, пламенное сердце. Домашнее задание. Напишите эпитеты к слову сердце. Их будет больше сотни, может даже несколько сотен вы наберете. Так многообразна наша духовная жизнь, протекающая в сердце. И Спаситель говорит, что блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. То есть Бог увидит. Сердце должно быть чистым. Так же, как драгоценные духи не вливают в грязный сосуд или в дырявое ведро, а в подобающую тому вазу, флакон, то, естественно, и любовь, благодать Божия может вместиться в то сердце, которое является чистым, подобающим, цельным. Оно должно быть вместе с тем свободно, ведь мы должны освободить вот этот сосуд, прежде чем влить туда драгоценную, благовонную жидкость. Освободить от греха, освободить от лукавства, освободить от суеты, то есть от лишних действий, которые вроде сами по себе и не являются злом, но они просто излишни. Я вам приведу пример маленький. На днях
смотрели материалы к воскресной школе, стали обсуждать, стали искать какой-нибудь видеоролик к занятиям. И, вы знаете, погрузились в поиск этих видеороликов, как их скачать. Вот. И вот прошло 10-15 минут. Мы толком даже вот вроде не нашли, а сердце, оно, знаете, оно уже погрузилось вот в эти компьютерные перипетии, вот эти лазания по интернету, рекламу, которая там вылазит на каждой странице. И уже, знаете, глаза деревянные, голова деревянная, сердце деревянное, язык деревянный, уже сказать ничего. Я говорю, да лучше бы вот без всяких этих видео. Лучше же живым словом вот рассказать детям о празднике, в данном случае там Сретение Господне. Вот оно сердце. То есть оно и от суеты должно быть свободно. Оно вот как птичка, оно должно порхать, чтобы не зацепляться коготками за сеть. Оно не должно служить двум господам. Господь говорит, не можете служить двум господам, Богу и мамоне. Почему так важно вот иметь несребролюбивый нрав, довольствоваться необходимым, просить у Бога только хлеба насущного, не делать вот этих вот запасов, припасов, постраховок на последующий день, потому что ты должен быть свободен сердцем. На сегодняшний день есть, благодари Бога, и все остальное отдавай на помощь нуждающимся, и живи вот в этой свободе и любви. Естественно, даже от блуда. В Нагорной проповеди сказано, что тот, кто посмотрел с вожделением на человека противоположного пола, уже прелюбодействовал с ним в свое сердце. То есть грех, он входит на уровне сердца. Входит. И даже если он не совершен телом, он уже в сердце живет. И тот, кто молится, он знает, как надо беречь свое сердце. Что если оно осуетилось, если оно не чисто, не свободно, ты не можешь молиться. Только разве что губами шевелить, а по-настоящему не можешь. Вот. Кстати, с тем мальчиком разговор закончился интересно. Я ему пытался ответить на вопрос. А вы знаете, он не мог выслушать. Он тут же начинал перебивать, что-то рассказывать свое. Вот он настолько разорванная душа, что истину ищет, а услышать даже ответ не может. Не может вникнуть даже в него. Вот так ему тяжело. Поэтому, наверное, я оказался в центре, где перевоспитывают таких вот несовершеннолетних правонарушителей. Вот. Жалко его, но если он будет искать истину, он к ней придет. Задавайте себе почаще этот вопрос и с детьми об этом говорите. Не внушайте им, что их цель – это дача или престижный вуз, или там замечательный коттедж. Нет, это все средства. Это все только ступеньки к самой главной высокой цели. А плоды высоки. Вспоминается мне разговор с одной женщиной, которая работала, ну, простой человек, она работала в столовой. И она говорит, вы знаете, у меня такая тоска, такая уныние. Я вроде верю в Бога, а вот я смотрю на коллегу, которая вместе со мной работает, она верующая, она ходит в церковь, в отличие от меня. Она всегда такая радостная, такая легкая, никаких обид, все у нее вот просто понятно, ко всем доброжелательно. Я хочу быть такой, как она. Вот, пожалуйста, это пример, это плод духовной жизни. Да, то есть ее коллега в работе, она действительно вот служит Богу, жертвует собой, молится, читает Священное Писание, питает свою душу божественной благодатью. А вот и плоды, и улыбка, доброжелательность, прощение и так далее. Как же нам воспитать? Как же нам воспитать в себе и в своих детях вот это состояние как бы непричастности к греху, да, готовность отвергать от себя нечистоту, готовность беречь себя в целомудрии до вступления в брак и вообще, не только в этом смысле, а вообще беречь себя в целомудрии. Вот. Кстати, когда происходит таинство венчания, вот один из смыслов венцов, которые возлагают на головы новобрачных, это ведь как раз венцы победные. Победные, то есть они удержались от похоти, они смогли сохранить себя в чистоте, предполагается так, хотя, конечно, не всегда. В чистоте до брака, поэтому они венчаются, награждаются. Но вместе с тем это венцы мученические, потому что им впереди предстоит еще более сложный путь. Им предстоит распять теперь уже не просто свое плотоугодие, а свой эгоизм, свою гордость, свою самость. Им предстоит врасти в друг друга, им предстоит тяготы друг друга носить всю жизнь. Они уже будут старенькими, кто-то из них будет лежачим больным, возможно, будут ухаживать друг за другом. Женщина должна будет по заповеди Господней слушаться мужа, это очень сложно, то есть надо действительно довериться и подчиниться. А муж должен будет ежедневно забывать о себе и заботиться о своей семье, о своей жене, о своих детях. Это тоже для него нелегко. Поэтому это действительно мученическое задание, но мы знаем, что мученик – это свидетель, это победитель, это тот, кто достиг вот этой высоты. И он оттуда, с высоты горы духовной, с церковного небосвода,
да, с Божьего мира, он свидетельствует о том, что идите, не бойтесь. Да, вы обдерете руки, бока и забьете ноги в кровь, не бойтесь, не бойтесь, идите моим путем. Так же, как царская семья, Ванна Цветановна упомянула сегодня, Николай, Александра, их дети. Их любовь действительно была чиста, высока, это видно по переписке, какими нежными словами, какими размышлениями они обменивались. Вот. И, конечно, лукавый дьявол, ненавистник рода человеческого, ненавистник семьи, ненавистник любви, ненавистник правды, он, естественно, ополчил на них вот эти демонические силы, которые разодрали эту семью, привели ее к гибели, разодрали и страну вслед за ней, привели ее к гражданской войне, к Первой, ко Второй мировой войне, к ужасам тоталитаризма и так далее. Но эта семья сияет сегодня нам с небес, от Бога, и она нас зовет. То есть, да, нас убили, но вы не бойтесь, вы идите нашим путем, потому что наш путь – это путь к победе, это путь к Богу. Как и нам воспитать? Это, во-первых, это единый Бог. Бог должен быть един. Не должно быть никаких гаданий, гороскопов, примет суеверий, там, перемен веры. Надо найти истинную веру, которая во Христе, и держаться ею. И вместе с тем Бог триедин, Бог – любовь. Он един, но в нем три лица. Отец, Сын и Святой Дух. Это, можно сказать, такая небесная семья, отображением которой является наша земная семья. И глядя на Него, мы тоже пытаемся достичь этой любви. Как говорит апостол Иоанн Богослов, пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем пребывает. Это единая книга, которую только можно и назвать вот этим словом книга, то есть Библия, книга от Бога, не какие-то суетные там, брошюры, печатные материалы, которыми полны иногда секты, заваливают иногда людей. Как-то помню, в одной квартире мы разгребали, знаете, 6 мешков набрали. Вот это литература, по-другому не назовешь. Это не книга, это такая литература, печатный материал. Вот одна единая книга у нас, Божественное откровение, Библия. Читайте. Читайте с детьми, обсуждайте, учите их, живите по Библии, учите их этой Библии. И тогда и отсюда идет цельная душа, цельная вера. Это единая вера, стремление к тому, чтобы все вокруг вот, приближались к этому познанию истины. Да, мы терпеливо, снисходительно относимся к тому, что кто-то еще пока ее не понял, но мы никогда не можем сказать, вот христиане не могут сказать, что все веры одинаковые, все это пути к одному и тому же. Нет. Мы говорим, что с любого пути, да, Господь может человека развернуть к правде и спасти, но истинный путь на небеса только один. И это путь не что, не философия, это путь это кто? Это богочеловеческая личность Иисуса Христа. Только через Него мы можем прийти к соединению с Богом. Только Он нам дает истинное целомудрие. Это единая церковь. Действительно, не какие-то организации, там, скажем, как иногда говорят, там, религиозные. Да? Вот церковь – это тело Христово. С юридической точки зрения она религиозная организация, а с духовной – это семья. Это семья, которая, конечно, по нашим грехам и раздирается иногда во времени расколами, ересями, но она ведь вновь и вновь выходит победительницей, как невеста, она очищается, постоянно обновляется благодатью Святого Духа. Вот праздник торжества православия, скоро начнется пост, и в первую неделю Великого Поста он празднуется. Такой торжественный, такой прекрасный. Сходите, поговорите, подумайте, вчитайтесь, что это такое торжество православия. Оно будет до конца веков, и после второго пришествия Христова на страшном суде будет вечное торжество православия. Надо уже сейчас к нему приобщаться. Это единая Родина. Человек должен любить свою Родину, заботиться о ней. Да, бывают обстоятельства, как, например, нашего земляка Петерима Сорокина насильственно выслали с Родины, и он потом окончил свою жизнь профессором в Америке. Он продолжал ее любить и, кстати, замечательные вещи писал. Рекомендую вам его книгу «Американская сексуальная революция». Он там писал о целомудрии. Вот человек, воспитанный у нас на коме земле, на коме корнях, на Евангелии, на Нагорной проповеди. Как он об этом писал? Замечательно. Но любовь к своей родине, почтение, желание посещать родные могилы, родное село, родной город, заботиться, не бегать в поисках комфорта или выгоды по другим местам, а в первую очередь потрудиться на своей земле, там, где ты рожден, или по обстоятельствам жизни, вот где ты живешь, это ведь тоже целомудрие. Вот. Никогда не отрекаться от нее, не хулить, не порочить, даже если вдруг ты ее покинул, всегда сохранять почтение, как и к своим родителям. Кстати, никогда не осуждать. Помню, как в детском доме однажды воспитатель прям яростно ругала одного мальчика, и потом всех усадила, и я им рассказывал, почему нельзя
говорить против родителей. А он что-то начал говорить против своих родителей, да вот они там пьющие и так далее. И вы знаете, я им рассказывал, наверное, полчаса без остановки, они слушали, затаив дыхание, все полчаса. Такое бывает очень редко. Потому что это действительно важно. Они понимают, что это истина. Чтить родителей, даже если они пьяницы. Не говорить против них ничего. Я рад, что она его так вот строго отругала, но им это запомнится. Кстати, больше потом я вот именно в той группе такого не слышал. Вообще уважение к старшим, почтительность к начальству. Дорогие родители, если вы хотите, чтобы вас дети слушались, никогда не смейте, пожалуйста, при них осуждать президента, правительство, учителя, директора, там, мужа, жену, стариков, вообще любых людей, которых так или иначе старше, врачей, полицейских, священников. Никогда. Потому что слушаются того, кто сам слушается. Если у тебя нет смирения, Паисий Святогорец говорит, ты не сможешь заставить слушаться даже кошку. Конечно, запугать ты ее можешь, но слушаться по любви она не будет. Ты сам должен показывать смирение, уважение к старшим. Тогда дети понимают, что то послушание, о котором ты им постоянно твердишь, это не твой инструмент манипулирования ими, а это действительно всеобщий закон жизни, и ты сам этому закону подчиняешься. Они, естественно, этому послушанию следуют. Это единство любви и деторождения. Если мужчины любят женщин и сливаются с ними в брачном союзе, и плодом этого соединения душ и тел бывает рождение детей, то, естественно, все дети наши, они все должны появляться на свет. Аборт, убийство нерожденного ребенка, он разрушает целомудрие в родителях. И они не смогут уже никогда по-настоящему от глубины души сказать детям, что там этого не делайте, потому что они сами это сделали, если не покаются. Покаяние, конечно, смывает все и исправляет человека. И даже если врачи вам сказали, что, допустим, ребенок там с какими-то отклонениями, он тоже должен жить. Если ребенок вдруг нежеланного пола, вот у вас уже есть, допустим, вы хотели быть ребенком другого пола, не нам решать, он должен жить. Каждый ребенок должен появляться на свет. Сколько у меня примеров перед глазами, когда люди, вот, совершив где-то убийство, прерывание беременности, они разрушили свою семью, свою любовь убили. И концом этого стал развод, распад семьи и так далее. Ну, разумеется, единая семья. Единая семья. Брак должен быть один раз и на всю жизнь. Люди должны себя хранить в чистоте до брака. И вступая в брак, они дают клятву верности. И ничто не должно быть основанием для его расторжения. Только измена. Если один человек, одна сторона уже убила брак грехом измены, тогда другой стороне дается право расторжения брака. Даже не обязанность, а право. Потому что если вдруг человек кается, все мы грешны, все мы способны к ошибкам, и другой человек, осознавая свою греховность, готов и способен простить, он может простить, и брак может восстановиться. Ну а никакие там усталости или даже, там, допустим, что другой человек выпивает или там задерживается на работе или еще что-то, вот это не является основанием для развода. Это единство мамы и папы. Когда вот мама и папа говорят одно, когда они не противоречат друг другу, когда не отвергают слов друг друга, когда не спорят, не ругаются при детях. Потому что как только дети чувствуют эту трещину между родителями, во-первых, им больно, они ужасно страдают, у них почва уходит из-под ног, у них смысл жизни теряется. И смысл жизни, мы сказали, это движение к любви, а как они будут двигаться к запредельной любви, если та любовь, которая у них перед глазами, любовь между мамой и папой, на их глазах сыпется и рушится. Они просто становятся неверующими. Они не верят в сказки, они не верят в добро, они не верят в любовь. Они становятся такими вот, хотя и это поправимо, но они становятся потребителями. Они потребляют добро, но не способны его отдавать. Они не верят в жертву. А ведь любовь невозможна без жертвы. Они готовы потреблять любовь. Скажут, да, накормите нас, водите нас, развлекайте нас. А когда речь идет о том, что ты сам должен встать по утру, помыть полы, послужить, потерпеть, выслушать, они на это не готовы. Поэтому, естественно, единоначалие, Отец глава семьи, так установлено от Бога, так написано в Библии. Вот. Но со своей стороны женщина тоже имеет свое главенство в отношениях, управлении домашними делами и так далее. Каждый должен знать свое место, и все советуются, все высказывают, окончательное решение принимает глава семьи. Такой должен быть порядок. Вот. Это стыдливость. Дети не должны ходить голышом, нагишом. Вообще одежда очень много говорит о человеке. Не зря же в притче рассказывается, как мальчик пришел как-то раз и спрашивает, девушка, почему у нас девочки одни в платьях, другие в шортах? Вот, дедушка показывает ему 2 конфетки, говорит, а ты какую возьмешь? Мальчик говорит, одна с бумажкой, другая без бумажки. Мальчик говорит, ну, конечно, которая в бумажке, она ведь чище. Дедушка говорит, ну, так, вот и девочки так же.
Вот. Чем человек стыдливее, чем он целомудреннее, тем он больше старается скрыть свое тело, не показывать, не демонстрировать его людям. Вот. И вообще стыдливость за всякий грех. То есть надо детей стыдить, надо им действительно развивать в них это чувство, что если ты обманул, съел без разрешения, пожадничал, да, это стыдно, ты получишь выговор, и наказание должно быть, и принуждение определенное. Пусть они стыдятся греха, чем станут бесстыдными, бессовестными, бесстыжими. Целомудрие в отношении слов. Ведь слово – это и есть образ Божий в человеке, проявление вот этого невидимого духа в нашей видимой человеческой природе. Мат, это просто ядерная бомба по крепости целомудрия. Человек, который матерится, он уже не целомудрен. Он уже не чтит своих родителей, не любит свою родину, ни землю, ни природу. Поэтому эти слова должны быть под табу, под категорическим запретом. Так же, как и ложь, и клевета, и осуждение, и пустословие, и гнев, и крики, и оскорбления, и вообще всякая брань. Только чистое, искреннее, правдивое слово. Ложь – это враг целомудрия. Надо беспощадно бороться с ним. Надо прощать, если человек честно признается в своих поступках, и удваивать наказание, если человек, совершив проступок, еще и лжет и скрывает его. Это забота о природе, ведь у нас природа единая, это единый дом для всех. Ты бросил бумажку, значит, ты нагадил другому человеку, ты осквернил нашу единую мать, ту природу, в которой мы живем. О ней надо заботиться, ее украшать, ее беречь. Единый дух сердца. Беречь свою душу от развлечений, от непотребных фильмов, мультфильмов. Такие мультфильмы, как «Маша и Медведь», я бы, например, просто запретил бы, потому что они разрушают целомудрие. Когда маленькая девочка изгаляется над медведем, являющимся в русской культуре символом отцовства, силы, ответственности, но это явно кто-то делает для того, чтобы разрушить как раз вот традиционные наши ценности и веру. В дальней перспективе. Так же, как и многие фильмы, мультфильмы зарубежные, но практически все, диснеевские, сплошь и рядом. От лишней информации, от лишних видеоматериалов. Пусть это лучше будет беседа, живой разговор, теплое общение, нежели поток пустых новостей. Это смирение, как умение занимать последнее место. Не выпячиваться, не хвастаться, не гордиться. Вот. А блуд и гордость вообще очень тесно взаимосвязаны. Вот. И здесь, конечно, очень много зависит от мамы, которая слушается старших, и отца, и мужа. Вот. Она показывает пример, особенно девочкам. Потому что девочки, говорят, в большей степени копируют поведение матери, чем мужчины поведение отца. Это терпение, прощение врагов. Если ты гневаешься, злишься на врагов, мстишь им, то ты уже, получается, заражаешься злом. Помню, как один человек с яростью говорил, что вот такого-то человека, который убил там вот моего родственника, я бы его вот разорвал бы на куски, он подробно описывал, как бы он это сделал. А собеседник ему сказал: а чем вы тогда лучше его? Вы знаете, он не смог ничего возразить. А чем ты тогда действительно, если ты готов убить своего врага, а чем ты лучше его? Он делает плохо, ты делаешь так же. Поэтому Господь и говорит, что прощайте врагов ваших, делайте им добро, подставляйте вторую щеку, чтобы не быть побежденным злом. Молитесь за проклинающих вас. Вот. Это не сребролюбие. Да, мы об этом уже сказали. Да. К деньгам, ко всему материальному надо относиться с уважением, с почтением, как к средству. Материальный мир дан нам Богом в управлении, но не как цель. Вот надо много что любить в этом мире. Людей и Бога, и природу. А вот деньги любить не надо. Надо их просто зарабатывать, ими пользоваться и использовать их для помощи другим людям. Вот. Не ябедничать, не доносить. Обязательность, дисциплина, очень важный момент. Вот, исполнять свои слова, не только говорить правду, но если пообещал, добиваться исполнения обещаний, добиваться порядка, распорядок дня, вовремя отбой, никаких ночных сидений в телефоне, вовремя подъем, заправленная кровать, порядок в комнате, участие в общих делах. Вот, как я уже сказал, здесь может быть и принуждение. Вот. Ложная свобода сегодня циркулирует в умах. Свобода как вседозволенность, свобода как вот это поклонение своему кумиру, своему «я». Вот. Настоящая свобода, конечно, нет. Настоящая свобода – это свобода от греха. Свобода как раз от себялюбия, от эгоизма. Свобода в служении, свобода в любви, свобода в жертвенности. Умение видеть в другом человеке икону, умение видеть Бога вообще в своей жизни, в самом себе, как в образе Божьем. Воздержание во всем. Умение отказывать себе. Вот послушал музыку, послушал, все, достаточно, остановись, не увлекайся, не сиди часами. Покушал, встань, поблагодари, не объедайся, не покупай что-то для лакомства. Пусть еда будет простой, нужно. Помните, как Господь накормил учеников?
хлебе и рыбе. Так вот, воздержание в еде. Кстати, еда и половая распущенность тоже очень тесно связаны. Вот. Ну и последнее, что хочется сказать, простите, вот предпоследнее и последнее. Предпоследнее – это Петерим Сорокин. Прочитайте его книгу. Он говорил о творчестве. О том, что только тот человек, кто умеет держать свою половую энергию в берегах, в дисциплине ради Бога, вот он умеет создавать настоящие шедевры в музыке, в культуре, в искусстве, в духовной жизни, в молитве. Вот. А последнее – это освящение. Освящение, человек должен освящаться. И даже если он верит, понимает вот все, о чем сегодня говорилось, он стремится жить по Божьим правилам, законам, по откровению божественной любви, он ведь сам не может. Потому что мы испорчены грехом. Мы уже дырявые ведра, уже рождаемся такими через первородный грех. Поэтому и нужна нам благодать божественная, которую мы получаем в священнодействиях. Мы ее получаем через святую воду, через крест, через святые иконы, через таинство, через крещение, через покаяние, через причащение, более всего, через вообще всякие святыни, через знакомство с жизнью святых, через чтение житий этих святых. Вот. Мы освящаемся, мы получаем божественную благодать. Тогда действительно человек исцеляется, укрепляется в вере и может с Божьей помощью, не сам, он может побеждать грех. Если человек считает, что он сам может быть целомудренным, это уже гордыня, это уже болезнь. Это уже, даже если он не изменяет своей жене, он уже не целомудрен, он уже не знает главной цели, для которой живет. А смиренный человек всегда скажет: с Божьей помощью, да, сам не могу, а вот Господь сподобит. Благодарю вас, дорогие друзья, за эту встречу, за беседу. Поддерживаю слова Ванны Цветановны о хороших книгах. Читайте отца Илью Шугаева, отца Павла Гумерова, слушайте протоиерея Дмитрия Смирнова, Артемия Владимирова, других вот проповедников, знатоков в сфере семьи и любви. Смотрите хорошие фильмы, церковные, православные, духовные, пусть даже и светские, но строго выдержанные вот в этом духе верности. Замечательный фильм посоветую вам «Со дна вершины». Вот как человек двигается как раз к своей цели. Образно, горнолыжник, как он этого добивается. Читайте хорошие книги, сказки, не читайте всякие и не включайте детям нехорошие такие мультфильмы. Проверяйте вот те сериалы, которые сейчас ходят, а то насколько они соответствуют вот этим заповедям целомудрия. Тогда только детям давайте. Не руководствуйтесь той мыслью, что надо детям дать все, потому что впереди, мол, детская взрослая жизнь, пускай они хлебнут уж, поскорее окунуться в эту грязь, чтобы приобрести иммунитет. Бывает, что не вырабатывается иммунитет. Бывает, что грязь заразит человека, испачкает его. Вот. Поэтому будьте сами целомудренны, и тогда вы сможете, безусловно, вы сможете детям передать эту прекрасную добродетель. Благодарю вас за встречу. Господь да будет с вами. Полминутки помолчу, может, вопросы какие-то есть в чате. Ну, тогда завершим нашу беседу словом последовательность. Будьте последовательны. Вот это вот единство мыслей, слов и дел, что думаю, то и говорю, что говорю, то и делаю. То, что мы называем последовательностью, прямотой, искренностью, это и есть наша духовная основа целомудрия. А последовательность – это маршрут. А маршрут – это нас ведет к небесам, к Господу Богу, источнику и совершителю нашей добродетели. С Богом. С Богом. Yes,